В этом году знаменательная дата, 30 лет нашей победы. Разработан целый план государственных мероприятий, посвященных этой дате. И одним из мероприятий в этом плане числится посещение родителей добровольцев, погибших здесь у нас в Абхазии. Этот пункт был включен по инициативе благотворительного фонда «Помним», председателем которого я являюсь, фонда, который целиком и полностью посвящен добровольцам. За прошедшее время, начиная с марта месяца и вот по прошлую неделю, состоялись выезды к семьям добровольцев в Кабардино-Балкарскую республику, в Северную Осетию, затем в Карачаево-Черкесию, Адыгею. И вот последняя поездка была в Южную Осетию и в Чечню. Я просто хочу напомнить, что во время войны здесь нам помогало более 2300 добровольцев. Многие из них оставили свою жизнь здесь. Не у всех родители, конечно, живы. 30 лет все-таки это большой срок. Многие ушли из этой жизни. Тем не менее, мы смогли посетить 71 семью, родители где живы. За редчайшим исключением, вот только в 3 случаях, когда были живы отец и мать. Семьи совершенно разные. Семья Валеры Берхамова, 15-летнего мальчика из Баксана, который погиб здесь, в Абхазии. И семьи ребят, которые уже были в достаточно солидном возрасте. Я должен сказать, что наше ощущение в этой поездке со мной была Ляля Чамагова, заместитель мой по фонду «Помним». Я благодарен группе оператора и ведущий из АКТРК, которые сопровождали нас во всех поездках. Если подытожить итоги, можно сказать, что удивительно было отношение к нам. То есть ни один из родителей не высказал ни малейшего упрека в том, что вот их дети отдали жизнь за свободу Абхазии много лет назад. Наоборот, они безмерно были благодарны тому, что Абхазия помнит их, Абхазия чтит их. И нам это было очень приятно. Тем более это на нас накладывает довольно серьезную ответственность и дальше продолжать эту работу. Должен сказать, что государство со своей стороны тоже предприняло и предпринимает определенные меры по поддержке семей добровольцев, да и ребят-добровольцев, которые, отвоевав здесь в Абхазии, вернулись к себе на родину. С 2008 года семьи погибших добровольцев получают нашу пенсию. С 2009 года добровольцы, вышедшие на пенсионный срок, тоже получают нашу абхазскую пенсию. Среди тех, кто пропал без вести, порядка 10 на сегодняшний день добровольцев. Эта работа тоже продолжается у нас. Все это очень важно. И я должен сказать, что и сами добровольческие движения тоже разные. В той же Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии есть памятники добровольцам, погибшим здесь у нас. Что касается Южной Осетии, то там, например, на могилах ребят, отдавших свою жизнь за свободу Абхазии, прямо написано, что погиб за свободу Абхазии. Должен сказать, что в Южной Осетии 2 улицы названы именами добровольцев, воевавших здесь у нас и погибших. В Северной Осетии 1 улица во Владикавказе названа именем добровольца, который воевал у нас и затем воевал на Украине и погиб. Должен сказать, что украинская тема часто пересекается. Значит, я помню, как в Кабардино-Балкарии мать погибшего у нас добровольца сокрушалась, что незадолго до нашего приезда погиб ее внук на Украине. В Чечне у ребят у многих были те, кто погиб в боевых действиях на Украине. Особо я бы выделил поездку нашу в Чечню, конечно, потому что давно уже наши представители не были там. С родителями вообще впервые мы встретились в таком широком формате. Там несколько иной статус у этих ребят, тем не менее они делают попытки к объединению, что очень отрадно, и мы, конечно, будем этому способствовать. Должен сказать, что мы всех, без исключения родителей, добровольцев, пригласили на отдых сюда к нам в этом году, в год 30-летия Победы, и мы действительно ждем, что они приедут.
потому что их вклад просто неоценим. И самое главное, что мы для себя извлекли. Прошло 30 лет, но внуки и тех, кто здесь погиб, они даже знают, вот эти маленькие детки, что их дед погиб здесь, в Абхазии. Это очень важно. И самое главное, чтобы наша память историческая, она это помнила всегда. Потому что без добровольцев нам было бы очень сложно и тяжело в эту войну. Я просто хочу напомнить, что среди добровольцев были представители 33 национальностей и представители 13 стран. Это была колоссальная подмога, которая в конечном итоге помогла нам 30 сентября 1993 года одержать победу, в которую мало кто верил. Это накладывает на нас ответственность помнить, помнить и помнить. И я благодарен, конечно, спикеру нашего парламента, что в парламенте была обеспечена полная поддержка нашей миссии. И я думаю, депутаты наши еще далее будут шире привлекаться к этим вопросам, вообще к тем всем темам, которые связаны с войной. И почти везде, где мы были, спрашивали, есть ли у нас закон о ветеранах. Он прошел слушания в парламенте. Я надеюсь, мы постараемся успеть уж в любом случае в этом году принять закон, который определит статус ветерана, куда подпадают естественные добровольцы. Этот закон о ветеранах, он предопределяет и положение добровольцев в рамках этого закона, и определяет те льготы, привилегии, которые полагаются и ветеранам, и членам их семей. Мне кажется, это очень важно, особенно в год 30-летия Победы.